Парламентские итоги. На заседании Народного собрания подвели черту под 2013 годом и поговорили о приоритете на будущее. Да будет свет! В Мужичи открыли новую мощную электроподстанцию. Отправили в сказку. Артисты театра юного зрителя подготовили новогоднюю программу. Это новости 24, в студии Лейла Цурова. Добрый вечер. Усилить сельскохозяйственную отрасль, создать Академию наук Ингушетии, определить границы Малгобека. Планы на будущее в рабочем порядке рассмотрели сегодня на 47-м по счету и последнем в уходящем году заседании Народного собрания. В нем принял участие глава региона Юнусбек Евкуров. Он оценил работу парламентариев за истекший период и обозначил основные задачи на 2014 год. Муслим Ганиев продолжит тему. В повестке дня 47-го заседания Народного собрания Ингушетии 13 законопроектов, которые необходимо рассмотреть в разных чтениях. Это последнее заседание парламента в уходящем году, поэтому в нем принял участие и глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Он подвел итоги работы народных избранников и дал понять, в 2014 году основной акцент будет сделан на выполнении майского указа президента страны и темы, обозначенные в послании Федеральному собранию. В этом году в парламенте проведена огромная работа. Мы провели довольно значимые мероприятия, в том числе и в общественной, и в политической жизни нашей республики. Принято более 50 важнейших таких законов, которые играют ключевую роль в решении важных задач и острых проблем в социально-экономическом развитии республики. В целом Народному собранию предстоит в наступающем году бесспорно напряженная работа. Послаблений, естественно, у нас быть и не может. Нашей общей задачей должно стать законодательное обеспечение подготовки к новому этапу развития республики и сопровождение, что очень важно. Одно дело принимать законы, другое дело сопровождать эти законы. После выступления Юнусбека Евкурова депутаты приступили к рассмотрению законопроектов. Министерство образования и науки выступило с проектом закона о науке, научной и научно-технической деятельности. Ведомство планирует создать Академию наук республики. Она должна способствовать научному развитию Ингушетии, подготовке ученых, а также укрепить связи науки и образования. Но и целью данной академии будет являться проведение фундаментальных, прикладных научных исследований по важнейшим проблемам естественных, технических и гуманитарных наук, способствующих общественно-политическому, социально-экономическому и культурно-духовному развитию Ингушетии. В структуру Академии наук Республики Ингушетия войдут 7 отделений по различным отраслям и направлениям науки, исходя чисто из приоритетов и необходимости для развития региона. Еще один законопроект, который в повестке дня не значился, но его рассмотрели в экстренном порядке, касался внесения изменений в документ, который в народе называют законом о муниципалитетах. Его приняли в 2009 году. Дело в том, что требуется определить границы города Малгобека. Земельный участок площадью 110 гектар, где строятся высотные дома для ползуняков, пока находится на территории Пседаха. Руководство республики хочет в законодательном порядке передать эти земли Малгобеку. Это началось, когда строительство городка переселенцев ползуневой зоны на 110 гектаров в Малгобекском районе. Стал вопрос о присоединении его к городу Малгобек. Чтобы привести это в соответствие, сегодня получается разногласие. Городок построен в черте сельского поселения. Всегда принять его должны на баланс городские власти, вот эти разночтения, чтобы устранить. Сегодня было решено вот эти разногласия в законе ликвидировать и принять изменения в закон. Я думаю, депутаты учтут все-таки мнение правительства и примут закон о внесении изменений. Также на заседании парламента рассмотрели еще один из законопроектов в разных чтениях, и по всем депутаты приняли положительные решения. Муслим Ганиев, Сулбек Аздоев, Новости 24. Сегодня в Мужичи открыли новую электроподстанцию. Объект завершили своевременно. Он настолько мощный, что будет обеспечивать электричеством около 6 поселений. А в случае необходимости выдержит еще столько же. На открытии присутствовал глава региона Юнусбек Евкуров. Репортаж нашего корреспондента Бекхана Хашагульгова. Открытие важного для жителей Сунжанского и Джарасского районов объекта состоялось в торжественной обстановке. Новая подстанция позволит разрешить проблему с нехваткой электроэнергии сразу в нескольких сельских поселениях.
Но вот этот первый шаг, это стратегический шаг, этот объект довольно дорогостоящий, и он выполнен по самым современным технологиям. И помимо того, что этот объект обеспечивает устойчивое энергоснабжение жителей населенных пунктов Джейрасского района в том числе, этот объект позволяет сегодня развивать здесь бизнес. Подстанцию построили по линии федеральной целевой программы. После того, как она начнет работать в полном объеме, в случае необходимости она сможет обеспечить электричеством и еще несколько населенных пунктов. Объект строился год согласно контракту. Вот, эта подстанция 110-35 на 10 киловольт. Она будет обеспечивать не только Галашки, но и весь Сунженский район. Также она является резервной. Тут можно подключать еще другие районы. Главная задача, которая стояла перед заказчиками – разгрузить старую первомайскую подстанцию, которая служит уже с 50-х годов прошлого века. Ее мощности уже не хватает. Загруженности трансформаторов и линий электропередач достигает порой критического значения, и это может привести к серьезным авариям. Новая подстанция будет вырабатывать около 32 тысяч киловатт. Это значит, что более 8 тысяч дворов будут обеспечены качественной электроэнергией. Глава администрации поселка Мужичи Ахмед Бакаев считает, что при введении в эксплуатацию новой подстанции все проблемы с нехваткой электричества будут решены. Вопрос электроснабжения наших, именно в моем сельском поселении, стоял очень остро. Но с открытием этого объекта все эти вопросы будут решены. И для населения будет подаваться качественная, стопроцентная электроэнергия. Подстанция уже готова к обслуживанию потребителей. Для обеспечения устойчивой электроэнергии предстоит еще заменить старые линии электропередач. И тогда объект заработает на полную мощность. Бекхан Хашигульгов, Магомед Урысханов, Новости 24. Строительство аквапарка площадью 6,5 тысяч квадратных метров стало центральной темой совещания Юнусбека Евкурова. Автор проекта Анатолий Кочетов представил главе республики эскиз будущего аквапарка. Сооружение в стиле хай-тек будет трехэтажным. Первый уровень займут раздевалки, кассы и бассейны. Один из них с небольшой глубиной, второй с горками и различными водными эффектами. На втором этаже будет тренажерный зал, бани и административные помещения. Ну а на третьем – аттракционы. Дополнительно на территории аквапарка построят детский развлекательный центр. Юнусбек Евкуров поручил, чтобы инвесторы как можно быстрее приступили к строительству после оформления необходимых документов. Объект планируется сдать в 2015 году. Завтра работники МЧС отметят свой профессиональный праздник. 20 лет исполняется со дня образования спасательной службы. В канун юбилея для благородных виновников торжества во Дворце культуры Назрани организовали мероприятие. Сюжет Хади Адельбиевой. Какими они были, эти 20 лет спасательной службы? Об этом вспоминали в самом начале торжества. С родными и близкими здесь собрались сотрудники Главного управления МЧС и пожарной охраны Ингушетии. С профессиональным праздником их поздравил глава республики Юнусбек Евкуров. Особо отличившихся он наградил почетными грамотами. Служба спасения, она всегда опасна, она всегда имеет риск для тех, кто спасает непосредственно. Но нацеленность на то, что надо спасти людей, это выше всякого похвалы. В торжественной обстановке наградили около 30 сотрудников. Всех остальных по приказу начальника Главного управления премируют, вручат грамоты и медали. Сказать спасибо за ту работу, которую в течение 20 лет провели эти люди, ветераны, молодежь, которая сейчас пришла к нам на смену. Ну и услышали, естественно, слова благодарности от главы республики за то, что наша система, во всяком случае, по оценкам, самое основное и дорогое – это население республики, представляет себя достойно, работает слаженно, это самое основное. Калой Калоев в МЧС 2008 года. Сейчас он начальник пожарной охраны в Магасе. За время службы он участвовал в тушении 3 крупных пожаров. От твоего указания, твоего приказа зависит жизнь твоих сотрудников, не говоря уже о тех людей, которые находятся в опасности. Могу только сказать, пожелать даже моим коллегам, самое главное, чтобы у нас была безработица. Ведь когда есть известная поговорка, когда пожарный спит, страна богатеет. Здесь говорили слова благодарности в адрес тех, кто не раз участвовал в спасении жизней. Для них звучали песни, исполнялись танцы, артисты разыгрывали шуточные сценки ЗОК.
Девиз службы спасения – предотвращение, спасение, помощь. Для ингушских спасателей это не просто слова, а руководство к действию. Они готовы в любой момент помочь в опасной ситуации. Но сегодня в свой профессиональный праздник МЧСники отдыхают, чтобы набраться сил, а завтра вновь приступить к работе. Хайдия Дельбиева, Рамзан Миржоев, Новости 24. Результаты работы по сборам коммунальных платежей очевидны, но недостаточны. Борьба с теми, кто не хочет платить за услуги, и с теми, кто не желает заключить договор с поставщиками электроэнергии, продолжается. Представители Ингушэнерго посетили должников в Назране. Тему продолжит наш корреспондент Фатима Кариева. Семья Костоевых, живущая на улице Евлоева в Назране, несколько месяцев не платила за электроэнергию и задолжала 3000 рублей. Энергетики даже собирались отключить у них свет, но хозяин дома тут же пошел на местную почту и заплатил. Срочно надо на почте. А чат для них дали, они писали, Сосед Костоевых по первому требованию вынес квитанции о погашении задолженности. Вот только последняя из них была датирована июнем, а за последующие 5 месяцев накопился долг. Энергетики говорят, платить за коммунальные услуги стало удобнее. Теперь не обязательно идти на почту, можно воспользоваться специальным терминалом. Во всех энергосбытовых отделениях республики, во всех районах созданы все условия для того, чтобы потребитель электроэнергии мог оплатить вовремя за потребленную электроэнергию. Во всех сбытовых отделениях у нас установлены банкоматы, где он может оплатить за потребленную электрическую энергию. Представители Ингушэнерго постучались и в организации. К примеру, кафетерий «Шамс» был отключен от общей сети из-за отсутствия договора. Его владельцев не раз ставили в известность о необходимости документально оформить поставку и потребление электроэнергии. Проводятся рейдовые мероприятия по выявлению бездоговорников, то есть это юридические магазины, объекты. Например, вот кафетерий, он у нас идет как кондитерский цех. А ранее он многократно были предупреждения в адрес этого абонента о том, чтобы он заключил договор. Каждый может узнать о своих долгах через услугу банк данных исполнительных производств на интернет-сайте Управления судебных приставов по Ингушетии. Достаточно ввести фамилию, имя, отчество и дату рождения для физических лиц и полное наименование организации и адрес для юридических. Компьютер выдает информацию о номере и дате возбуждения исполнительного производства. Рейды по должникам продолжаются и принимаются крайние меры отключения, а значит вероятность остаться без тепла и света у злостных неплательщиков совсем близка. Фатима Кариева, Юнус Сучуев, Новости 24. Пособие по безработице как дополнительное материальное подспорье к основному заработку. Вот такую удобную схему выработали для себя некоторые находчивые жители региона. Все ли зарегистрированные в Центре занятости такие уж безработные? Выяснить это взялась комиссия из министра труда и социального развития Ингушетии, сотрудников МВД и представителей налоговой службы. Подробности рейда у Светланы Томовой. Многие предприимчивые люди, которые имеют работу, умудряются получать еще и дополнительный доход – пособие по безработице. На выявление именно таких людей и отправились представители Министерства труда и социального развития республики. Они провели рейд на одном из крупных рынков Назрани «Фабрика». Сегодняшнее мероприятие направлено на снижение безработицы в республике. У нас за последнее время произошло резкое снижение регистрируемой безработицы. На сегодняшний день она составляет 13,2%. Сегодняшнее мероприятие мы проводим с тем, чтобы выявить скрытую силу рабочую. Люди, которые работают, но стоят в центре занятости и получают пособие. У нас все мероприятие проходит совместно с МВД и с налоговой службой. Сотрудники будут обходить, записывать фамилии, смотреть разрешения на торговлю, а потом сверять с базой данных, стоящих на учете в центре занятости. Многие из продавцов отказались отвечать на вопросы проверяющих, даже бросали свои торговые точки и убегали. Все отказываются. Здесь же на месте представители Минтруда выясняли, состоят ли продавцы на учете по безработице. Откуда? Сыкажу. Фамилия, имя, отчество. Сыкажу Ашат Султановна. Сыкажева? Ашат Султановна. Ашат Султановна. Да. Сыкажева, район. За время проверки выявили лишь несколько человек, которые работают на рынке и в то же время состоят на учете в Центре занятости. При этом они все же официально платят налоги. Мы обошли множество рядов, поспрашивали у торгующих, стоят ли они на учете по безработице. И приходилось действительно все это как бы силой вытаскивать эту информацию от них.
Но в итоге были и которые стояли на учете, и те, которые не стоят на учете. Но те, которые стоят на учете по Малгобеку, по городу Назрань, Назрановскому району, мы выявили, они будут сняты с учета, как это требует закон. Минтруда говорят, это не последняя проверка. Такие рейды будут продолжаться как в Малгобекском, так и в Сунжинском районах. Светлана Томова, Ахмед Беков. Новости 24. Завершились гастроли Русского государственного музыкально-драматического театра Ингушетии. Артисты показали одни из лучших своих постановок в Саратове. На сцене классика жанра – от Чехова до Володина. Поездка стала возможной благодаря Минкульту России, а точнее выделенному гранту. О труде актеров и впечатлениях искушенного российского зрителя расскажет Лейла Гайсанова. Культурную жизнь двух городов Саратова и Пензы украсили спектакли Русского государственного музыкально-драматического театра Ингушетии. Если в Пензе наши театралы уже выступали, то в городе на Волге они играют впервые. Это особенно волнительно для актеров, так как считается, что здесь очень сильная театральная школа и много известных актеров России, выходцы из Саратова. Перед каждым спектаклем артисты осваивают сцену, размеры, акустика зала, свет. Ведь важно не только то, что они играют, но и чтобы любое выступление оставило в душе зрителей маленький праздник. Все необходимые декорации театр привез с собой. И нам предложили Саратов, Пензу. Но Саратов был предложен, потому что саратовский диаспора просил нас еще давно выехать сюда. У нас будут чеховские 2 шутки и 2 стрелы, детектив каменного века по пьесе Володина. В этом году наш театр выиграл грант, выделенный Министерством культуры России на проведение гастролей по этим городам. В Саратове 3 дня подряд показывали «Медведя» и предложение Антона Чехова и пьесу Александра Володина «2 стрелы». Убит наш сородич. Поражен 2 стрелами в спину, в ровном месте. Действие спектакля разворачивается в каменном веке. В племени первобытных людей происходит убийство, которое внесло смуту в их повседневную жизнь. Персонаж по прозвищу Длинный должен был выступить на совете племени, но получил 2 стрелы в спину. Главе рода, которого играет народный артист Ингушетии Султан Гайсанов, нужно найти виновного. Подозрение падает на ушастого, художника, мечтателя, странного человека для того времени. Я уже знаю, убийцу ждет месть, но не убивал я его. Убивал! Не виноват я, что он не дышит. Убивал! Не виноват! Почему его длинное тело сажено именно выстрел? Мне очень понравилось, очень такая колоритная была достаточно игра. Такие эмоциональные, очень хорошо переданы чувства. И вообще постановка Чехова именно в игре ингушских актеров, это что-то, знаете, что-то необычное, и очень было интересно на это посмотреть. С актерами мы познакомились, очень вдохновляющая встреча была. Мы до сих пор дружим, общаемся, и поэтому мы пришли сегодня на данный спектакль. Постановка очень понравилась. Те, кто здесь учится, очень хорошо понимают, насколько скучаешь, находясь вдали от родины. И мы отдыхаем здесь, и российский зритель видит нашу культуру. В репертуаре театра русская и зарубежная классика, драматургия народов России, современная драматургия, пьесы ингушских авторов. Если Чехова в Саратове видят часто, то Володин для них в новинку. Безусловно, мы нашли, причем впервые, вот эти точки соприкосновения с культурой Ингушетии. И, безусловно, спектакли, которые были показаны на сцене, указали, что культура у нас во многом единая, нас интересуют общие интересы в литературе, драматических постановках. В связи с этим я считаю, что гастроли прошли с успехом. Гастроли всегда повод поволноваться, особенно если выступать приходится в Саратове. Здесь зрители очень взыскательные и строгие, не прощают фальши. Тем тщательнее нужно готовиться к каждому выступлению. Лейла Гайсанова, Ахмед Чербижев. Новости 24. Еще одно театрализованное действие, только уже в республиканском масштабе, устроили артисты театра юного зрителя. Они в прямом смысле организовали для детей встречу со сказкой. Волшебство уже давно стало доброй тюзовской традицией, но при этом обоюдный восторг крепнет из года в год. Репортаж Миланы Хашкульговой.
Устроить праздник для детей решили актеры театра юного зрителя, сыграв для них спектакль «Встреча со сказкой». Для них это предновогодняя традиция. Театр юного зрителя проводит ежегодно вот такие вот детские представления новогодние, где мы даем детям возможность окунуться в сказку, в мир интересного, яркого, музыкального, танцевального, чтобы они немножечко получили какое-то такое праздничное настроение. Актеры порадовали присутствующих танцами, веселыми песнями. Детский смех сопровождал выступление до конца. Очень понравилось там Баба Яга и это Санта-Клаус. И мне понравилось очень танцевать. Я хочу, чтобы я в следующем году сюда поехала. И сильно хочу, чтобы эти представления повторялись все чаще и чаще. Мне понравился ингушский Дед Мороз, и поезд, и песни, и танцы. Я поздравляю всех с наступающим Новым годом. Пока юные зрители радовались происходящему на сцене, не оставались в стороне и взрослые. По словам родителей, большое счастье видеть радость в глазах детей и слышать их смех. Детишки наши увидели много интересного. Большое спасибо, что предоставили им такую возможность. Мы рады, когда у детей наших горят глаза, эмоции через край переливают у детей. Дети радовались не только выступлениям актеров, но и подаркам, которые они получили на празднике. Милана Хашигулькова, Магомед Титиков, Новости 24. Предновогодняя феерия добралась и до реабилитационного центра в Магасе. Здесь в канун самого долгожданного праздника организовали большое новогоднее представление. Как оказалось, это лечебно-оздоровительное заведение смело можно назвать кузницей сказочных кадров. В главных ролях Деда Мороза и Снегурочки выступили психотерапевты. Репортаж нашего корреспондента. Громкая музыка, песни, танцы, сценки и сказок. В роли новогодних героев, сказочных персонажей, врачи реабилитационного центра и их маленький пациент. Костюм Деда Мороза примерил психотерапевт, а вот его коллега в наряде Снегурочки. Организовать праздничную встречу и подарить детям с ограниченными возможностями радость взялись сотрудники отделения психолого-педагогической помощи. Мы организовали этот праздник для наших детей-инвалидов, которые на этот месяц оказались, проходили курс реабилитации. Как вы уже видели на нашем мероприятии, эти дети, инвалиды, в течение всего курса проводили мероприятия, то есть готовили это мероприятие, сценки готовили, стихи читали, песни пели. У Амины детский церебральный паралич. Она не может передвигаться самостоятельно. Однако это не помешало ей участвовать в празднике и даже спеть песню. Праздник пришел неожиданно быстро, ждали его целый год. Вечер завался веселыми искрами, вот и пришел Новый год. Вьются снежинки, как в медленном танце, маски кругом и мелькание рук, и конфетти нам на плечи ложат. С Новым годом тебя, милый друг! Всего в Республиканском реабилитационном центре проходит лечение более 60 детей. Среди пациентов есть и юные таланты, активно участвующие во всех праздничных торжествах. Врачи стараются выявить их дарование и развить в них творческие способности. После окончания курса лечения с детьми продолжают поддерживать связь. Их также приглашают на праздники, проходящие в центре. В зале, украшенной гирляндами и шариками, собралось много ребят с родителями. Дети такие счастливые все. Хотя здесь находятся все, скажем так, в какой-то степени ограниченные в здоровье дети. На сегодняшний день, если на них посмотреть, никогда в жизни не скажешь, что они болеют, они все такие счастливые, вроде бы все внешне здоровые, радостные. Сказали, будут раздавать подарки. Все, что нужно детям для полного счастья здесь сегодня, я так думаю. После окончания концерта дети спустились в столовую, где им раздали сладости и игрушки. Руслан Албагачиев, Ильяс Курскиев, Муса Хамхоев, Новости 24. А тем временем, пока его коллеги развлекают юное поколение, единороссовский Дед Мороз продолжает трудиться во благо, отвечать на письма детей и исполнять их желания. В этот раз подарки вручали ученикам первой школы Экажева. Мадина Албагачиева расскажет поподробнее.
Полсотни учеников первой Кажевской школы, написавшие письма Деду Морозу, получили сладкие подарки. Вручение прошло в праздничной обстановке. Было организовано новогоднее представление, в завершении которого по очереди каждому ребенку вручили новогодний подарок вместе с ответным письмом от Деда Мороза. Местное отделение партии «Единая Россия» Назранского муниципального района проводит с Дедом Морозом и Снегурочкой первую стартовую акцию с детьми из малообеспеченных семей, а также с детьми, которые ранее обращались в резиденцию Деда Мороза и Снегурочкой. Назир Измайлов, мальчик из многодетной семьи, тоже написал письмо Деду Морозу. В нем он попросил музыкальный центр. Его просьбу выполнили. Писал письмо Деду Морозу, что он нам дарил музыкальный центр. А зачем тебе музыкальный центр? Чтобы скучно не было. Всего из Икажева в резиденцию Деда Мороза поступило 137 писем. Пока что подарки получили только 50, но вскоре отвечено будет и на оставшиеся письма. Не останутся без подарков от Деда Мороза и те, кто не успел написать ему письмо. Последовав примеру «Единой России», по словам главы сельского поселения Икажева, к этому делу подключились и бизнесмены, меценаты республики. В течение ближайших 2-3 дня инвалиды, малоимущие жители сельского поселения Икажева, где-то около 300-350 детей получат подарки. С такими акциями планируется пройти по всем районам Ингушетии. Подарок и ответное письмо Дед Мороз обязуется довести до каждого ребенка. Продолжаться все это будет вплоть до Нового года. Мадина Албагачиева, Магомед Дидигов, Новости 24. Вот такие новости. Спасибо за внимание и спокойной ночи.